Как уже говорил во вчерашней статье, штык вместо вертикали: Путин по факту всецело отдался силовикам. Все. В первую очередь Николаю Платоновичу Патрушеву. Ну, фактически Путин ввел внутри Кремля чрезвычайку, которая очень быстро распространится на территорию всей России. В стране, да, действительно неспокойно. Да, достаточно посмотреть, что происходит в Ингушетии. Вот давайте посмотрим. Там народ требует, чтобы кремлевский смотрящий Евкуров ушел в отставку. Людям не нравится путинский подарок Кадырову в виде новых территорий, отторгнутых от Ингушетии в пользу Чечни. Мириться с этим никто в народе не хочет. Евкуров ставленник Путина, и он ничего не решает. Ему приказали, он выполняет. Разумеется, это тоже очень сильно бьет по самолюбию ингушей. Почему у нас не спросили? Почему какой-то поставленный сверху черт, я не знаю, шайтан, разбазаривает наши земли? Пшел вон отсюда. Знаете, это нормальная реакция. Понимаете, в чем дело? У ингушей есть гражданское общество. Оно есть. Вот в Москве нет, а в Ингушетии есть. Мы тут, знаете, провели опрос в Москве. Простите, сейчас, наверное, спойлерю, но это важно. Потом вы посмотрите этот опрос на нашем канале на Сотник ТВ. Это стоит посмотреть хотя бы на лица респондентов, как они потом менялись при ответах. Это просто нечто. Вот мы спросили, россияне героические? Они от фашизма мир спасли, да? Они бесстрашные, да? Респондент нам: да, мы храбрые, мы героические, мы мир от фашизма спасли, да. И тут сходу вопрос встречный: ну если вы такие храбрые, ну давайте, расскажите нам, что вы думаете о политике правительства и президента? Давайте, храбрые, героические. И вот эти храбрецы, которые были такие могучие секунду назад, тут же сходили с лица и убегали за горизонт, говно роняя. Понимаете? Вот вам вся храбрость, вот вам весь героизм. Сборище трусливых совков. Какое общество? Вот что им, как им сказать? Вас, черт возьми, не надо завоевывать и порабощать. Вы никому не интересны. Вы уже порабощены. Совкапитеки. Порабощены уже доморощенными бандитами. И ведь вы это знаете. А все речи о былом героизме: деды воевали, деда освободили, до Берлина дошли, это все для отвода глаз, для оправдания собственной трусости. Вот для чего это. Так вот, в Ингушетии гражданское общество есть. Это вам не понаехавшие со всей страны за работой и за сладким куском хлеба в Москву. Нет, это местные жители. Они там живут, это их земля, они не маргиналы, они имеют корни, они понимают, здесь жили их дедушки, бабушки, прадеды, отцы, они живут, дети будут жить, внуки будут жить, они отвечают перед будущими поколениями. Вы понимаете разницу? И вот это гражданское общество способно ответить на действия Кремля. Буквально вчера в сети появился такой рапорт, который написал один силовик в Назрани. Я сейчас вам его зачитаю. В этом рапорте написано: начальнику ОМВД России по Назрановскому району, подполковнику полиции Килиматову. Довожу до вашего сведения, что я отказался выполнить ваше указание, а именно встретить и разместить прикомандированных сотрудников по причине того, что у меня нет никакого желания встречать в кавычках собак. Подпись: старший оперуполномоченный Шаухалов. Конец цитаты. Я не знаю, служит ли этот человек сейчас, сегодня, на сегодняшний день в органах, или срочно уже уволен, но я скажу одно: браво! Браво, старший оперуполномоченный! Вы настоящий мужчина, и я восхищен вашим принципиальным поступком. Эти прикомандированные сотрудники и есть собаки Путина, псы режима. Это их надо давить.
а не своих граждан, которые возмущены абсолютно справедливо. И этот опер, он знает, он прекрасно знает, ему здесь жить, ему, если что, смотреть в глаза своим землякам и отвечать за то, с кем он был вот в данный момент. С ними, с людьми или с этими прикомандированными волкодавами, которым похрен на все, лишь бы бабло платили. У этого человека есть совесть и мужество. Я ему аплодирую. И вот теперь сегодняшняя новость из Ингушетии. Силовики ходят по домам, по неподтвержденным данным ищут разрешенное оружие. Хотят изъять. Но что там на самом деле неизвестно. Понятно только, что это ответ на протесты, говорится в телеграм-канале Фортанга.орг. Канал публикует фотографии вооруженных людей в камуфляже на улицах Назрани. Это прикомандированные собаки ходят, я вам скажу. Да, это вот эти псы выгрызают у людей оружие. Читаем дальше. Рейды Нацгвардии, все-таки Нацгвардии, да? Нацгвардии. Связаны с проверкой лицензий на ношение и хранение оружия. Ну да, прямо лицензии их интересует. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в разговоре с ТАСС сказал, что силовики проводят в Ингушетии и других регионах, в кавычках, плановые мероприятия по обследованию условий хранения оружия в организациях, где есть оружейные комнаты. О как! Также силовики, читаем дальше, планировали проверить 50 граждан, у которых просрочены лицензии на оружие. Это не какая-то спецоперация, а обычная плановая работа, настаивает Грибакин. Этот Грибакин, пес смердящий, он лжет. Путин до смерти боится, что ингуши возьмут в руки оружие и понесется. А они возьмут. Возьмут. Стоит только пролиться одной капли крови их земляка. Какого-нибудь. Даже случайно. Если на Кавказе начнется война, она очень быстро перекинется на другие регионы. И в этом случае Путину уже не хватит никакой армии. И никаких кадыровских головорезов не хватит. И ЧВК Вагнера тоже не хватит.